За последние полгода трафик в передаче данных по мобильному интернету вырос на 62%. В компании Теле2 заявили, останавливать развитие сети не планируют. Потребность людей в быстром интернете как никогда высока. Александр Карепин проверил скорость передачи данных в Визинге, а также узнал у специалистов, насколько безопасно электромагнитное излучение от базовых станций. Развитие технологий всегда вызывает немало вопросов у обывателей. Один из них, который поднимается вновь и вновь, связан с тем, насколько сотовая связь безопасна. Бывают даже такие случаи, когда у нас специалисты приезжают на объект для того, чтобы скорректировать, оптимизировать антенну базовой станции, а прямо наверху, рядом с антеннами, расположено гнездо, так скажем, птиц. Да, это еще раз является доказательством о том, что радиоволны не такие уже и вредные, поэтому надо просто об этом, если есть сомнения, больше узнавать и развеивать вот эти мифы. Независимо от того, в каком диапазоне работает базовая станция, перед ее установкой мобильный оператор проводит необходимые измерения и получает санитарно-эпидемиологическое заключение. В настоящее время все оборудование Теле2 в Коми работает на скорости 4G. Иначе уже нельзя, ведь интернетом пользуются все, от мала до велика. Достаточно ли 4G на каждую базовую станцию? Останавливаем ли мы развитие сети? Я сразу скажу нет. Это процесс, он непрерывный. И если рассматривать сейчас, вот в настоящее время прошло полгода, мы смотрели по трафику, то буквально в передаче данных он вырос на 62%. То есть вы представляете, да? И все зависит от того, как у нас будет меняться профиль абонента и как у нас будет улучшаться в общем качество жизни. Мобильный интернет от Теле2 теперь может легко потягаться с проводным домашним. В среднем скорость в сети 4G достигает 80 мегабит в секунду на прием. Находясь вдали от дома, можно запросто смотреть видео в высоком качестве, выходить в прямые эфиры или же скачивать все, что душе угодно. Александр Карепин, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган.